В самом сердце Сухума уже 95 лет звучит музыка. Сухумское государственное музыкальное училище имени Алексея Чичба – старейший центр профессионального музыкального образования Абхазии. Здесь рождаются исполнители, педагоги, дирижеры и композиторы. А еще здесь воспитывают особое мировосприятие, без которого невозможно само существование культуры. Мы разобрались, что музыка играет в жизни человека очень разностороннюю, разнообразную и очень разнообразную. Сухумское музыкальное училище изначально, когда оно создавалось, оно было именно создано с целью воспитания профессиональных музыкантов в разных областей, то есть это дирижеры, пианисты, скрипачи, вокалисты, то есть весь спектр музыкального образования у нас представлен. То есть мы готовим детей разных специальностей, которые впоследствии будут сами преподавать в музыкальных школах или же заниматься концертной деятельностью в наших творческих коллективах. Ну, самые талантливые пойдут учиться дальше, и там уже с надеждой, что они сюда вернутся и возглавят уже следующее поколение, возглавит это учебное заведение, и будет дальше как бы его историю продолжать. С первых лет работы в 1930-е планка здесь была высокой. И даже когда у Абхазии не было ни учебников, ни инструментов, нашлись люди, которые смогли создать настоящую школу музыки. Начиналось все с указа Нестора Лакоба. Первым директором училища стал Константин Ковач, венгр по происхождению, музыкант, влюбившийся в абхазский фольклор. Именно отсюда берут начало Государственный симфонический оркестр и хоровая капелла, а первые абхазские композиторы и дирижеры – выпускники этого учебного заведения. Мы изначально задали очень высокий уровень этому учреждению, то есть ему 95 лет, и вот когда его только создавали, возглавили его профессионалы очень высокого уровня, и они сразу задали очень высокую планку, академическую. И на всех этапах, самых сложных, мы эту планку старались не занижать. Конечно же, сейчас дети другие, но они были другие в 30-е годы, когда учились. Тогда вообще приходили дети, не имевшие ни малейшего образования, иногда даже общего. То есть на разных этапах разные задачи. Вот сейчас задача на самом деле в том, чтобы дети, которые к нам пришли, и осознанные, и подготовленные, и неосознанные, и неподготовленные, все-таки тут остались. И по факту мы получили музыкантов хорошего уровня. Неважно, поет он на эстраде или играет классическую, академическую музыку, неважно. Наша задача выпустить образованных людей. За десятилетия училище воспитало целые поколения музыкантов. От первых пианистов и скрипачей до артистов, которые сегодня известны далеко за пределами республики. В разные годы стены училища покидали Людмила Логуа, Борис Амичба, Рожден Гумба, Баграт Багателя, а в новейшей истории Алиса Гицба, Лука Гаделя и, конечно, Хибла Гирзмава, имя которой знает весь мир. Много людей в моем роду, в моей семье связаны с музыкой, с игрой на фортепиано, с какими-то струнными инструментами или с педагогикой. И в моей жизни музыка тоже играет такую большую роль, поэтому мне нравится этим заниматься, я хочу и планирую свою будущую профессию тоже связывать с музыкой. У меня с 6 лет сердце к музыке лежит, поэтому я решила в этом году поступать сюда. Пока мне все очень нравится, прям все. И преподаватели такие добрые, милые все. Ну и мы пока еще послушные. Я с детства пела. Вообще, мама это часто видела и записала сюда. Знаю, что у тебя есть уже какие-то успехи. Я прошла отборный тур на фестиваль «Белая трость», организатор Диана Гурская. Что тебя привлекает в музыке? Почему ты выбрала музыку? Не знаю, как-то душа с детства к этому лежала, что ли. Сегодняшние студенты делают свои первые шаги. Здесь учат не только владеть инструментом, но и думать музыкой. И пусть их первые этюды звучат еще робко, именно в таких аудиториях начинается дорога к большому искусству. А это их директор, народная артистка Абхазии Нинель Бжаня, показывает, какой вершины может достичь мастерство.
нашего училища начинался в 30-м году. Хотя были очень тяжелые годы, 30-е годы, это непростое время. Тем не менее, Лакоба посчитал нужным в Абхазии создать этот музыкальный техникум, он вначале назывался, потому что культура лежит в основе всего. И для Абхазии музыкальная культура началась именно, вот классическая музыкальная культура началась именно в нашем училище. Помимо этого, при техникуме была создана хореографическая студия, театральная студия, потом потихоньку этнографический хор. Это все потом преобразовалось в Абхазский государственный театр, коллективы государственные, хореографические. В общем, можно сказать, что это вот такой альма-матер нашей классической культуры. Мы, конечно, гордимся тем, что можем продолжать этот путь, что мы можем быть в этом училище, преподавать, воспитывать молодое поколение. Для нас это очень важно. Конечно, были серьезные проблемы послевоенные. Тот подъем культурный, который был до войны, и та атмосфера культурная, которая была до войны, к сожалению, после войны пошла на спад. И нам пришлось возрождать все заново. Мы возрождали как и оркестр, как многие другие государственные коллективы, в том числе и наше училище. Сегодня здесь обучается около 180 студентов, работает детская музыкальная школа. Училище сохраняет традиции, но не боится и нового. Международные конкурсы, мастер-классы, проекты для детей – все это делает его центром культурной жизни Абхазии. Мы очень гордимся тем, что у нас такие юбилейные даты. Конечно, училище прошло очень большой путь. За это время было очень много выпускников именитых. На сегодняшний день мы уже имеем полностью укомплектованные все отделения музыкальные. Все, что необходимо музыкальному училищу, это инструментальный жанр, народные инструменты, духовые инструменты, теория музыки и многие другие отделения у нас открыты, мы ведем по ним прием. Ну вот за последние 20 лет я могу сказать, что училище идет большими такими шагами. Это и просветительская работа, и исполнительская работа. Мы делаем очень много проектов, предназначенных для детей всей Абхазии. Это и музыкальные каникулы, и парад концертов, где принимают участие учащихся всех детских музыкальных школ. Мы стараемся, чтобы вот этот центр культуры музыкальной сохранился в нашем училище и надеемся на дальнейшее развитие. Ну а что касается наших сегодняшних выпускников, они с успехом поступают в вузы России и самые лучшие вузы, там, например, Московская консерватория, где они прекрасно учатся на пятерке, заканчивают с отличными дипломами. Это говорит о том, что в нашем училище очень высокопрофессиональный педагогический коллектив, и я горжусь, что могу возглавлять этот коллектив. 95 лет – это только начало. Сухумское государственное музыкальное училище имени Алексея Чичба продолжает воспитывать поколения музыкантов, благодаря которым Абхазия звучит на самых престижных сценах мира. Заур Кварча, Владимир Капуза, Абаза ТВ.